Түтү кехеннен убастабыллах Саха национальный көрдірер компания каналын көрәчілері беге сайылык беребит бу кемге сагалнар ол курдук бүгүн беге тулыгы килдем нехилегер келен турабыт манна тон эрде элбахта хадиупыт хаяндагына көрбүт булукта хаттисаныбын онутон бу кемге беге келен турар сербит изобилиеден аттах крестьянское фермерское хозяйство манна жа олус үлехит үлени таптыр үлени олох аргыга оңостубут Джонга бихиге келен турабыт фурсо жекергенегер ол курдук бүгүн бихиеха манна аттыбар Андрей Михайлович, Оксана Николаевна баллар унутун тута билетен тербип буллакка кинлер хасыбалара олус кең манна кинлер страустан сагалан куруссага ынакка сылгыга понига катаретия бартын ителлер. Унутун манна билетен тербип буллакка бу жекерген үгүз жоңго колобур болар. Дейтақ пене улахандық сыспаппын. Тоғы детер бұл манна кенелер бәлірі әтті оғылуақтар. Оны тағынан өсі кенелер опсая отутчака оғыны ителдер. Отутчака оғыны итін атақтарығар тұруран ия аға дейеттерін күн бүгінігер дейірі ол оғылырға жоллоқ оғы сағы бәліқтен үленді таптырға үйретен бұл сылғылары, сөйхілері, ынақтары көріргі, қарайарға үйретілер. Оны тұн маннан оғылыра кендерге ме күз көме болалар. Жа бүгінгі жамбутын катары кәсет еқтайын. Добрый вечер! Добрый вечер. Давайте для начала, пожалуйста, познакомимся. Расскажите про свое хозяйство. С кого начнем? С вас. Ну, с сельским хозяйством мы начали заниматься лет 17-18 назад. Ну, так и занимаемся. У нас есть экзотические животные, есть то, что нам приносит пищу. Вот. Ну, что я еще могу сказать? Многие спрашивают, для чего вам страусы, для чего вам павлины, для чего вам пони. Ну, это, наверное, для души. Что-то должно быть для души. Не все же молоко, мясо там и все такое. А так мы занимаемся продажей на республику молодняка цыплята, гусята, утята, поросята, молоко, масло, сыр делаем. В общем, все, что делается с молочкой, мы делаем. Сыр даже делаете? Сыр делаем, да. Давайте сразу расскажем, сколько у вас голов и что у вас есть в хозяйстве. Как вам сказать, сколько у меня голов чего? Крысы, 17 дойных голов, молодняк того года, этого года, ну, 40, сколько точнее? 45 голов. 45 голов точнее. Плюс козы, 33, по-моему, головы. Ну и так, по мелочевке. Гуси, утки. Ну и, как сказали, там для души, пони, страусы, павлинчики. А расскажите про местность, на которой мы стоим. Как вы, когда вы сюда поселились и как вы взяли? И вот, например, за нами протока, да? Да. И входит ли на протоке мы видим гостей? Гостей, говорю, гусей. И вообще расскажите про местность эту. Так, это место находится... Раньше здесь был лагерь отважный, он так и называется. И многие тулагинские знают, что... Если сказали, что лагерь отважный, они знают следовать как сюда. Между Тулагиной и кельдямцами. Когда-то давно мы мечтали о экоферме. Чтобы приезжали сюда люди, могли подоить, пожить... Там 1-2 дня, потому что люди устают от города. Хочется на природу, хочется какой-то экзотики. Поэтому у нас и появились страусы. Одни из первых, им уже больше 10 лет. Получается, страусы у вас появились в 2015 году. Да. Ага. И откуда вы привезли их? Мы их привезли с Москвы, наши страусы звезды, потому что из-за года в год 1 или 2 совершают побег. И потом мы радуем весь Инстаграм фотографиями наших страусов, что на взлетной полосе видели страуса, в Тулагино видели страуса, но они бегают до тех пор, пока мы их не поймаем. Сегодня была та же самая история. Нам позвонили, сказали, видели, ваш бегает возле Круглого озера. Сбежал он 3 дня назад. Все обыскали, вот полностью.
Потом муж говорит, еще на следующий день искать поедем. Я говорю, нет, зачем? Даже не стоит. Потому что в Инстаграме опять всплывут фотографии. Ну, так оно и получилось. Сегодня опять позвонили, сказали, видели, и мы его быстренько поймали. Запрещенная сеть нашей Ну, Российской Федерации. Да. Джон Барта тон чахчидаганы куяр ситемигер, оннық страустар сюрбиттерин, копыттар дене билер булықтақтар дейханыбын. Мы все знаем, как про историю побега ваших страусов. Ага. И получается, 11 лет вы занимаетесь страусами. И все началось со страусов, да, я как понимаю? Нет, началось с коров. Началось с коров. Это животное, которое я безумно боялась. И всегда говорила, что у нас никогда не будет коров. Вообще, вот, потому что у нас до этого были козы, птицы, все. Корова для меня это огромное животное, ну просто страшное. Это страх детства. Я выросла на Алтае, тетка работала на ферме, и меня безумно напугал там бык. Я вот прям помню, он за мной гонится, я бегу, мне страшно. И все, после этого я безумно боялась коров. До определенного момента. Пока мы не поехали смотреть, сказали, ну, телочку возьмем, это был 2014 год, вырастим, ты привыкнешь, и будет у нас стадо коров. В итоге мы взяли не телочку, мы взяли сразу огромную просто корову. Просто для меня казалось, что просто больше этой коровы не бывает. Реально, мы взяли породистую корову, да, огромную. Я к ней привыкала очень долго, но она оказалась добрейшей души просто. И поэтому страх прошел. Между прочим, пони из той же темы. Я боюсь лошадей. А пони же вроде бы это маленькая лошадь. И то я подходить к ней со спины боюсь. А так свой страх я перебарываю. Это лечение, наверное, какое-то. Вот. То есть, получается, у вас еще, мы забыли упомянуть нашим телезрителям, что здесь у вас еще есть пони. Пони, А да. пони вы как получили? Как они здесь оказались? И сколько пони у вас во владении? Рассказывай, как вы уговаривали. Опять есть такой соцсети нет. Про YouTube я не знаю, как сказать. В общем, у нас есть свой канал на определенной площадке. И мои подписчики, мы рассказывали жизнь такая, какая она есть. Прям так и назывался. Оксана Фурсо «Жизнь, как она есть». И мы снимали просто будни, как готовим, как работаем, все. И очень хотели пони. И подписчики наши, у нас больше 15 тысяч, просто Михалыча стали уговаривать в комментариях, на прямых эфирах. Просто, Михалыч, подарите пони, купите пони. Еще у нас ослик есть, ну, был, как бы так, в планах. Но на ослика его не уговорили, на пони уговорили. А как мы ее привезли сюда, первую пони? Нет, первого пони мы купили здесь, мальчика. А потом нам нужна была девочка, и я ездила в Улан-Удэ на машине. Не микроавтобус, просто минивэн. И я в этом минивэне привезла пони. Я считаю, что машина должна работать. То бишь, какая бы машина у меня ни была, мы можем на ней возить доски, мы можем их возить животных. Все, ну, помыли, почистили, все нормально. Мы даже землю возили. Вот. А представляете, пони? На фотографиях она такая небольшая, ну и наш пони был маленький. Я так представила, все нормально. Когда я приехала туда, мальчики, которые... Она вообще приехала с Томска. До Улан-Удэ ее привезли на коневозе, а с Улан-Удэ я уже ее забирала. Когда ее вывели, боже мой, думаю, как же она поместится у меня в машину. В общем, оставалось всего 3 сантиметра до потолка. Мы ее поместили в эту машину, все сиденья убрали, машина 8-местная. Так она ехала. Хочу заметить, что пони, ну, наверное, как все лошади, очень умное животное. Потому что кто ездил на машине и знает вот эти вот повороты, горы, Улан-Удэ, там, вот такие вот все. И страшно было ехать обратно с пони, потому что на каждом повороте она, ну, шаталась. И мне казалось, что машину просто ее перевернет. Вот. Ну, мы поворачиваем, она шаг в сторону, и машина вот так вот. Да, страшно, жутко было. И потом, видать, я со страху начала, ее Дуня зовут, я начала кричать: «Дуня, поворот! Стой!»
не поверите, после третьего раза, как вот я Дуня поворот, она стоит как вкопанная. То бишь все остальные повороты, подъемы, склоны мы прошли замечательно. Только я ей кричала: Дуня, поворот, все, она как вкопанная стояла и не это. Да. Загружали сено. Ну, в общем, мы ехали я, сын, и между нами вот морда лошади. Маленькая лошадь. Увлекательная поездка была, да? Хоть у нас были документы все на животное, все ветеринарные, но, знаете, было очень страшно, когда мы подъезжали. Ерофей Павлович, да, там ветеринарный контроль, есть же там это. И мы проезжаем, думаем, сейчас успеваем, спокойно проедем, там перерыв между ними. Не успели. 8 часов нас останавливает ГАИ. Нас и еще одну машину. Мне не страшно было, что документы у меня есть, мы спокойно. Ну какая разница, на чем мы перевозим ее? Моя же машина. И мужчина такой: Серега, куда едете? Куда? Я говорю: домой. И все такое. Я боялась, что он ее увидит. Ну, мало ли что. И все. Он посмотрел, посмеялся. А еще смешнее было на переправе, когда мы уже подъехали к Якутску. Длинная очередь стоит с самого Бестяха, там до самого низа. Ну, я откуда знаю, что это очередь на паром? Я спокойно проезжаю мимо это. Тут такой промежуток. Оказывается, эта дорога была дальше. И я стою спокойно в очередь. Ну, вот третья буквально на паром. И не смотрю, что там этот хвост далеко. Встала и стою спокойная. И мне сигналят. Я понять не могу, что сигналят. Мужчина с большой этой КамАЗа, да, подходит ко мне. Вы что, там очередь, вы куда залезли? А у меня еще сзади был в Тамоте дочь с внучкой забрали годовалую. То бишь я сижу, сын, дочка с внучкой, и вот это вот морда. Я ему просто открываю окошко заднее, сижу, вот так вот он. Все, вот так, езжайте. Нас пропустили без очереди, потому что в легковой машине увидеть лошадь, это, наверное, все-таки как, странно. Не каждый день. Да. Вот так мы проехали путешествие. Вот так у вас прошло путешествие, и вот таким образом у вас в хозяйстве появились пони. Да? Я так А потом понимаю. народились уже свои домашние. Вот буквально одно еще месяца нету. Маленькая здесь У поняшечка меня бегает. сразу такой вопрос. Если покупать пони, то в Якутске сколько это будет стоить? В Якутске, мы же ребенком полугодовалым покупали тогда 80 тысяч. Это давно. Сейчас вот, Это получается какой год? не знаю, лет 6-7 назад, наверное. Ага. Сейчас у нас есть объявление, у нас стоит, мы на Хорошо. продаже. Сөп дедоғыттарыттан бұл кәпсі әппет пониялар бұтын бігеге қаянағына сөкірдірі өппет, өсі дағына страустар, курусалар, себейнелер, қазалар барыта қаянағына бігеге бүгінгі бері бітігер бар болуға, оның бігіннен бірге болу. Кылгасы гуйка тоқта бұл кәнеттен төнінні бі доғытыр әйге сақы национальный көрдірелер компания қаналғар сайылық берейіне көріғыт. Бұл кемге бігеге страустар бұтын көрі кәлді бет. Жәрі доғыттар чуғатан көрдіріққа бұл бігеге кәнебітер страустар балар. Давайте нам и нашим телезрителям расскажем про страусов. Сколько у вас страусов и порода у вас, как за ними ухаживать? Так, у страуса это большая курица. Ну, на самом деле большая курица. Просто уход несложный. Но чтобы научиться просто несложно ухаживать, это нужно было какое-то время. Честно скажу, мы потеряли ни одного птенца. Привозили же маленькими, учились вот именно на своем опыте. Потому что в интернете где-то учились. Потому что, честно сказать, наши ветеринары, они же не знают, что такое экзотическая птица. В основном направлении у нас коровы и лошади. Сразу Поэтому... такой вопрос. А кроме вас кто-нибудь растет страусов? Сейчас, да, сейчас уже многие, и в зоопарке есть, и знакомым мы привозили, потом они перепродавали. Это сейчас, наверное, для Якутии уже не экзотика. Они уже у нас не единственные. А 10 лет назад, да, они были первые, и было что-то так, новинка в диковинку. Сейчас тоже нет. Вот. Учились, получается, сами. Ветеринары учились вместе с нами. Печальный опыт у нас есть с африканскими страусами. Это эму.
Что за печальный опыт? Ну, мы не смогли их поднять, но было сложно. Мы купили 6 птенцов страусов, вот этих, которые 2 метра ростом 2,80. вырастают. Потом перевезли их сюда уже на ферму. Сначала малышами погибло. Они выворачивали себе ноги просто. Ветеринары учились с нами вправлять эти вывихи, вот это все. Мы читали, даже зашивали им ножки. Ну, сложно, чего-то витаминов, может, не хватало. Учились-то, опять же, как? На опыте на своем. То есть, Ошибки. получается, это проблемы были с африканскими страусами, да? Эти тоже поначалу, 10 лет это назад. какая порода? Это эмо. Эмо. Да. Ну, сейчас вообще вот без проблем. Они, я говорю, большая курица. Большая курица, да? Африканцы, да, у нас, получается, не получилось. И то, что с яйца мы даже выводили, сложно. Поэтому... Ну, тут наша сама ошибка, вот вина. Даже вот этих мелочей, например, в интернете нет. Почему погибли 2 последних страуса? А они уже были огромные, они почти уже были под 1,80 м, под 1,90 м. Мелочь просто. Когда мы вскрыли, нам же было интересно, из-за чего, что это произошло. Желудок был просто весь в гвоздях. Вот эта сетка была заколочена снутри гвоздями. То бишь они просто его повыклевывали, сетки, гвозди. И отрывают, да? Да, и забился желудок гвоздями. Там, получается, потом трава, и все, закупорка желудка произошла. Это наша вина. Ну, нигде этого не было написано, что сетку нужно крепить с другой стороны или еще что-то. Вот таких мелочей нет. А знатоков-то тоже нет. Поэтому, ну, по нашей вине. Ну, ничего страшного. Ошибки нас закаляют. Поэтому, может, следующий год уже получится, и мы больших сюда заведем. А у меня вот такой вопрос. Получается, они летом вот так на улицу выходят, а в зимнее время как? Они любят до самого холода, и даже потом по весне, когда еще снег есть, еще и в снег они выходят. Так и зимуют. То есть, получается, у вас зимой, хотон. зимний год стоит? Да. Хотон. Да. Называйте хотон, да? Хотон. Ну да, хотон. Ага. И как вообще кормите их? Они едят обычно комбикорм, Ага. ну, любую зелень, траву так вот, этот. И все, больше ничего, проблем нету. Но опять же, вот птицы, вроде бы говорят, что у страуса память всего 15 секунд. Но эти такие злопамятные, Мгм. вот Рома. их 5, Рома, они не любят одного страуса. Вот из всей компании у них есть как бы изгой один, Ой, а которого... где этот? Вот он идет, вот лысая башка у него. Они ее постоянно выклевывают ему. Сейчас она зажила у него. Потом опять что-нибудь начнется, они ее полностью выклюют ему. Ага. Ой, бұл көріңер доғыттыр. Мында веха өсі атын доғыттыр бұт Они келілер. очень добрые, они очень... Они очень добрые, да? Да, Они вот так и гуляют по всей территории. да. Да? Они ходят по полям, когда здесь травы мало, они уходят туда дальше. Ага. На это. Вот так мы сегодня и поймали. Страус подошел к сыну, Ага. там на поле. Он его так Ай. приобнял, и потом 2 взрослых уже его очень сильные. Вдвоем они не могли его удержать, потому что он очень такой сильно поднимает прям вот. Ага. А вот страусы, которые находятся у вас сейчас, сколько им лет? Ну, в основном так 10, одна есть, которая вот 10 лет, самая первая. вот она побегушница. Они живут до 60 лет, а остальным 7, 6, вот такие вот. И еще печально то, что мы не знаем, кто из них самец, кто самка. Она Они что, внешне одна? никак не отличаются. Всего Нет, вот вот это самка. одна самка. Вот И она несла яйца. яйца были, но потом почему-то яиц нет. И у них яйцо зеленое, изумрудного цвета. Яйца какие у них большие, да? 450-470 грамм. 800 грамм. Нет, 780 грамм. 470 маленькие такие, до полкилограмма у ему. Они изумрудного цвета такие. То есть вы говорите, что они сейчас... Сейчас не несутся, они вообще несутся в декабре месяце. Зимой, как ни странно. Африканцы несутся весной, летом, а эму несутся зимой, Ага, и в потом? декабре. Ну и все. У нас один раз они снеслись на Пасху. Мы это яйцо сварили, выложили тоже. Нам говорят, вы чем покрасили? Я говорю, мы не красили, оно такое же зеленое есть. Большое.
То есть, получается, один страус один раз несется, да? Нет, он несет около 15 яиц всего за сезон. Мало? И, как вы говорите, по 800. Не 450. 780 грамм. Не было такого. 780 грамм. Давайте вот мы с вами сейчас подойдем с той стороны и посмотрим, как ваши страусы едят и что они кушают. Я постою здесь. Ага, Ну, и спокойно едят. ага. Комбикорм, обычный комбикорм наложенный. Любят всякое блестящее. Знаете, как мы малышей приучали к корму? Кольцом. А еще, ну, вот так вот стучишь, или вот так вот, чтобы он видел блестяшку. И начинает клевать. То бишь ты корм сыпешь на ладошку, и они начинают клевать блестящее. И вот так вот. Ну, видите, как они интересно, они как бы заглатывают, они же не жуют ничего. Мгм. У них дыхательный под языком, дыхательная трубка на этот. Поэтому, когда он глотает, эта дыхательная трубка у него закрывается, и он проглатывает. То есть, получается, на одного страуса в один день это примерно 1,5 килограмм Ну, комбикорма, да? килограмм, да, так, килограмм-полтора. А что еще они кушают? Ну, я говорю, капусту. Они Такой не вот. кусаются, да? Нет, не кусаются. Ну, например, на блестящие могут... Ну, это не больно. Вот, видите, вот этот изгой. О, Да, лысый. головку поклевали, да? Да, вот и я говорю, они не любят одного только. Все почему-то его гоняют. Что мы только не делали. И носок ему на голову одевали, чтобы, ну, не отличалась была черная голова. Даже к носку пришивали искусственный мех, вот типа такого. Но все равно они все склевывают, все сдергивают. Да? Не любят, приезжают же знакомые там, яркие кроссовки, яркие шнурки, кто-то на телефон снимает, то бишь он в камеру может клюнуть, по шнуркам там, по кроссовкам поклевать. Я вот, мы стоим у забора, и я вижу, что вы дополнительно сюда забили. Да, они, видать, я не знаю, почему прошлый, ну, до этого так же было. Вроде бы сетку рассчитали, не больше 40-50 метров должна быть сетка. Если загон больше 50 метров, страус развивает скорость, и, видать, этому хватает. Они, то есть, получается, оттуда разгоняются Он и выпрыгивают, разгоняется и просто перепрыгивает вот этот вот коричневый забор. Ну вот же убежал недавно да? так И же. убегает, и потом вы находите их фотографии в социальных сетях, да? Да, в соцсетях. Они боятся шума, чего-то большого. Когда нам большая техника, в том году точно так же было. Нам завозили песок и все такое. В этом году опять же нам начали на территорию завозить КАМАЗы, и все. Хотя у него вроде бы кузов не сильно гремел. Видать, сама большая машина подъехала рядом, и он как разбежался, и все. И убежал. Скорость 70 километров в час развивает. Кто его пешком не загонишь? Они еще и плавают хорошо. Но в начале лета мы его с речки вылавливали. Плавают. Да. Я не знаю, один это, их хоть помечай. Они, если бегунов. вот так во дворе будут гулять, то с другими животными как? Ну, не, они не боятся никого, ни собак, ничего не боятся. Здесь еще пространство большое, они на куриц спокойно реагируют. Раньше они жили в маленьком таком загоне, сидели. Если курица к ним заходила, все, это паника, они ее топтали. Ну, а сейчас нет, спокойно. Спокойно бройлер перезимовал. Да? То есть, получается, но они же все равно отдельно от куриц живут. Но если они пересекутся, то все равно Сейчас не они враждуют. уже спокойно, нет, спокойно, да. С ними, говорю, забыли в том году бройлера у них в этом, не перевезли. Ну, остался один, на мясо не пошел. И поэтому он всю зиму с ними жил. И они его не трогали. Я не знаю, бройлер думал, что он страус, или страусы думали, что они бройлеры. Но общий язык они нашли. Ну, то есть, получается, вот, например, мы сказали 9-10, им по 9, по 10 лет. А сколько лет они живут? 50-60. 50-60? Да, скорее всего, они и нас переживут еще. 50-60? Да. Как люди. Да. Плюс-минус, можно сказать. Да, да. То есть, получается, они еще совсем дети. Да, подростки. Сәп. Жар доғыттар бұқырдық бігеге страустар туғынан қылғасық чақшалары белдебет көрдебет. Страустар, маннық, олыралар, ағылдар, сейділер. Білген бігеге қылғасы ұйқа тоқты бұд, ол кәнеттен төн еқпет.
Жардағыттар қылға сұғуйқа тоқты бұл кәнеттен төгінні бүт. Бұл кәмге санатабын бігеге тулағы келдем нәхелегер келен тұры бұд. Онна бұл манна бігеге изобилиеден крестьянской фермерской хағайстыбыға бар бұд. Сейчас мы подошли к козочкам. Ага. Козлятник. Козочки только что сзади нас стояли. В моменте, как будто я оказался где-то посреди в мире животных. И давайте мы сейчас расскажем про наших коз, козлят. Хорошо. Мы коз держим очень давно. Одно время даже было, когда у меня попытались их отнять, мы убрали. Но не прошло буквально месяца, мы привезли новых коз. Это привозные козы. Порода альпийская у них. Они приехали с Иркутской области. С Иркутской области, С Иркутской области, да, приехали. 24 головы тогда привезли мы. В этом году поголовье у нас небольшое, 33 головы всего. В том году у нас было почти 70 голов. В этом году мы продавали, потому что уже невозможно. Много козье молоко спросом не пользуется спросом. До сих пор, да? Вообще никак. Хотя оно очень полезное. У нас и козы появились только потому, что ребенку нужно было козье молоко. Мы лечили его козьим молоком. И с Мархи ездить на птицефабрику за молоком каждый день как-то было не очень. Поэтому мы купили козу. Это было 17 лет назад. Одной козе было скучно. Мы поехали, купили вторую. Вот так и у вас получилось 30 коз, да? На сегодняшний день, да. В прошлом году было почти 70. Да, самое большое поголовье. Даже сейчас это, по-моему, самое большое поголовье по республике. А вот молоко козлика куда деваете? Сами? В основном сами пьем молоко. Мы одно время сдавали молоко козье. Потом сказали, что это его слишком много. А так, знакомые, есть определенные покупатели, которые именно покупают козье молоко. То есть, получается, и козы вы сами руками доите, да? Руками. У нас есть аппарат, но мы его не подключали, поэтому для коз как бы так это. А так, в основном, его берут детям, у кого аллергия на коровье молоко, и тем, кто болеет. Даже люди, которые вот с онкологией, например, вот это продление жизни, послеоперационное и все такое. Я не говорю, что это панацея от всех заболеваний, но оно реально полезное. Вы сказали, что вашего ребенка вылечили козьим молоком. Да. Что вы вылечили? У него был страшный дисбактериоз, который выходил просто наружу большими болячками, прям вот ранами, которые кровоточили. И когда поставили, не могли понять из-за чего. Сначала ставили все аллергия. Потом все-таки поставили диагноз. Вот этот большой ребенок как раз, ему уже 22 года. Поставили дисбактериоз. И все. И если он раньше ел, там, например, до этого что-то сладкое съел, у него все высыпало, что-то. Мы запретили ему все сладкое, все эти газировки, все это. Он пил только молоко. Помимо всей остальной еды. И вот так оно прошло все. Сейчас он спокойно может есть все. Сладкое. Единственное, что у него осталось, аллергия на солнце. Вот мы сейчас стоим около чего? Хатон. Ага. Здесь кто живет? Здесь козы и куры. Давайте зайдем к курам. Пойдемте. Козы, я так понимаю, они все находятся на улице, да? Нет, они ночевать пойдут туда. Кормушку только. Но сейчас там внутри никого нет, да? Коз там нету. Ага. А сколько у вас, получается, здесь всего куриц? Сейчас очень мало. Сейчас очень мало у нас кур. Потому что мы весной, у нас направление... Где? Ты пойдешь? Направление у нас продажа несушки. Вау. Несушки продаем. По районам отправляем. Цыплята, гусята, вот это вот все. Курицы, получается, разных пород, и у вас здесь индюки находятся? Да, индюки.
сейчас слышать? Павлин. Вон, девочка-павлин. Павлин, да? Да. Павлин. И где-то А мальчик их потрогать павлин. можно, да? Ну, Нет, да? они не укусят, но они не под это. Ой, Вот ой, ой. видите, что делают? Они наводят хаос. Это индюшка, Андрюш. Она яйцо несет, оставь, она сидит на яйце. Давайте покажем. Это куриное яйцо, да? Нет, вон павлин. Забрал яйцо у павлина. Ой, нет, это не павлин, это индейка. Это Это павлин. индейка сидела. Это индюшачье яйцо получается. Да. А, Ну, знаешь, индюк. Я жду павлинов. Ну. Отдай яйцо индейки. а вот чем вы их кормите? Комбикорм там, кабачки резаные, то бишь Это кабачки только что. кабачки резаные, мальчишки нарезали кабачков. Ну, Индюки, курицы и павлин сказали, да? да, они все спокойно вместе это. Вон, ну как бы так. Оп-оп-оп. Нет, это молодые. Ну, это постарше. А у павлина какая-то особая порода, да? Или это самка? Обычный индийский павлин. Вот этот цветной, вот самка серая, а самец вот такой вот зеленый. Самки у них невзрачные, у них красивые только самцы. Вот цветной. Да. Цветные даже. Их двое, да? А, Ну вот это самочка. Самочка и да, самец. а это самец, да. а вот курица, она черно-белая. Это порода такая, да? Это порода, да. А это что за порода? Так, тут разные. Тут есть вот московская черная бегает. Вот эти черные, которые. Ну, это вот которые коричневые. Обычный кросс, хайсек. Загорские лососевые. А чем все эти породы отличаются? Они разные яйца Давайте несут, да? так. или как? Порода и кросс. Порода куры начинают нестись с 5-6 месяцев. И яйца у них меньше. Кросс – это специально выведенный для яйца. Они начинают нестись там с 4-4,5 месяцев, и у них потенциал яичный намного больше. То бишь они как с пулемета. Они специально сделаны, созданы так же, как бройлеры на мясо, а эти курицы созданы на яйцо. Знаете, все птицеводы всегда начинают одинаково. Это начинается породы. Мы тоже много лет начинали с пород. До 17 пород были. И брамы, всякие красивые вот птицы, и карликовые, там, и кахинкин. Чего только не было. Очень много было всяких пород. Хотелось красоты. Но со временем ты приходишь к тому, что кроме красоты нужно еще яйцо. И поэтому большую часть в основном сейчас держим кроссов. Кроссы, получается, они больше дают яйца. Да. И Ну, они искусственно созданные, можно сказать. кросс это Коричневые, вот, Вот обыкновенные, коричневая. хайсеки, вот да. это получается, да? Да, Ну, да. которые в основном в Якутске. Да, ну, в Якутске порода, по-моему, ой, я забыла, хайлайн на птицефабриках. А что из этих птиц несет самое лучшее яйцо? Как вы считаете? Ну, я не гурман, и по яйцу, мне кажется, индейка. Ну, крупное яйцо. А еще вот здесь вот курицы отличаются, они могут нести яйцо разного цвета. У нас есть куры, которые несут зеленое яйцо. Есть обыкновенное, коричневое, есть молочного, кремового цвета. Это от породы зависит еще цвет яйца. Вот. Да. Ага. Ну, мы посмотрели наших курочек, а теперь давайте выйдем, да? У нас пойдемте, ага. от зрителей поступил вопрос, Да. как и где у вас можно купить козье молоко. Көргөр доктор бу бир курса олох кайдахара мунан халам баран хаджарын курдук бу казалары даганы понилары да катары тенгесел дихармагангаттан бу. Ага. Откуда можно купить Ну, молоко? сейчас мы вот в летнее время находимся на ферме. Ну, до поздней осени, скорее всего, здесь будем находиться. Это
Звонить по номеру телефона я могу скинуть геолокацию, потому что по адресу здесь найти очень сложно. А так из дома сморхи также продавали. И у нас, между прочим, самое недорогое молоко по городу. Это не реклама. Мне совесть не позволяет его ставить дороже, потому что в основном берут детям и тем, кто болеет. Наша цена не менялась уже, я не знаю, года 3-4, наверное, вот как она стоит. Ну сколько стоит? По 250 рублей Литр? за литр, да. Если взять цену в магазине, либо вот, то там дороже. 250 рублей литр получается. Да. Ага. Мы наливаем в И одноразовые бутылки молочные, как положено. Ага. И как мы заметили, здесь в хозяйстве у вас самые главные помощники ваши дети. Да, у нас вот ферма, где коровы, у нас рабочие. Здесь помогает старший брат, старший сын. В основном старшие там мальчики помогают. Вот в этом году нам сложно без них, потому что мальчикам, которые по 22 года, они срочники, и остальные взрослые в навигации. Поэтому, да, помогает молодежь подрастающая. Где-то подоить, покормить. Вот у них есть определенные обязанности, что им дальше в жизни это пригодится, потому что не всем быть профессорами. А что-то они смогут делать и руками. Многие, да, были такие ситуации, что вот там дети работают, но я не считаю, что это плохо. Они смогут обеспечить себя в дальнейшем, они смогут что-то делать. Потому что еще повторяю, что не у всех хорошее знание, то бишь по каким-то медицинским показаниям. То бишь, и поэтому мы их приучаем, чтобы они хотя бы были социализированы и что-то могли делать. Ну, это им нравится. Иногда бывает, да, у меня такое, честно, мы устаем от всего, и хочется сказать, ну, все, хватит, давайте все закроем, продадим. Все это проходит буквально через некоторое время. И мы привыкли, я не представляю, если бы мы покупали молоко, мясо или еще что-то. Мы же едим все натуральное, получается. Мясо. Мы даже колбасу делаем. Ну, колбасу мне делать невыгодно. Потому что буквально, ну вот за раз я могу сделать 10 батонов, это 5 килограмм. Мясо по 500 грамм батоны. Ну, все съели за один день. Да. Вот так. Ага, хорошо. Деді оқтарты күрдің бігеге бұ изобилия қағайыстыба курусаларын, казаларын тұғынан бігеге білестебет, аны салғы өссі сихилин, понилары көрек бүт. Бігені кітары бірге болың, арықсымаң, тәймәң. Дәрді ғоттар, бігеге беребет түміктер түхімеғар үктендебет. Оны тұн кәріргі күрдің бігеге бұ изобилия қағайыстыба сүрін көмілі хөтшілері оғылар кәлін тұрдылар бігеге қаманна. Дәрі оғылар бұтын кәдері кәпсетеққа. Как тебя зовут? Даяна. Даяна. Сколько тебе лет? 14. И чем вы сегодня здесь занимались? Я доила, помогала по дому. Ну, все. За кем тебе нравится больше всего ухаживать здесь? За козами. И как нужно ухаживать за козами? Ну, доить их, в хатоне убираться, постоянно, ну, станок мыть, чтобы чисто было всегда. И, ну, вот все. А тебе нравится пить козье молоко? Да, она очень вкусная. А за курицами, за пони ухаживать не любишь, да? Ну как, да, люблю, они все одинаковые. За всеми одинаково смотрю. Какие команды они слушают? Козы. Доиться больше всего. Идем доиться вот так вот. Когда я говорю. Слушают, да? Ага. А пони? С пони как? За пони как нужно ухаживать? Честно, я не знаю. Они просто гуляют по двору и кушают траву, да? Ага. А что бы ты хотела? Какое животное ты бы хотела сюда? Я за африканским страусом смотрела, пока их не стало вот так вот. За африканским страусом смотрела, очень нравится смотреть за ним. Ага. А за нынешними страусами не нравится, да? Да, ну эти они не такие, как африканские. А в чем они отличаются? Высотой.
Они же маленькие, да, эти? Да, но эти всегда слишком, ну, такие. Ну, я не могу объяснить. Ага. Хорошо. Ага. Вот еще наши маленькие помощники стоят рядом с мамой. Они тоже помогают вам. В чем они вам помогают? Ага. Помогает? Яйца ходите собирать? Да. Да. Сколько яиц собрали сегодня? 4. 4. А яйца куриные, они вкусные, да? Любишь кушать? Да. Ага, хорошо, ага, спасибо. Ага. Ча бу курдук күнде доғыттыр оғылар бұд бихеха манна күйіс кеме бұға болалар боллаға деп. Сәп. Ага. Всё, побежали. Спасибо Побежали, вам, бегом. детишки, за ваш труд. Отон чақчы дағына оғылар бұ курдук үйері көтен же кіргеттергер, түреппеттергер күйіс кеме бола сылжалыра олус астык бұға боллаға деп. А теперь давайте расскажем, что за стройка у вас сейчас там идет. Стройка у нас с прошлого года. С прошлого года построили вот эти хатоны, все, которые для страусов, для коз. Дом построили, в этом году достраиваем. И ничего бы этого не было, если бы не один человек. Это человек Кусков Александр Михайлович. Это компания «Август», Москва. Ни Якутск, ни УСХ, ни Грант. Это просто человек, который посмотрел передачу о нас «Сельский час». И вот он просто сказал, что я помогу. И он, ну, честно говоря, мы не поверили в это, пока мы не увидели сумму на счете, которая упала. Благодаря всему вот здесь стройка. Все это построилось. Бывают чудеса. Бывает, вот знаете, реально это чудо. И когда у нас есть семейная группа, где старшие дети, которым уже за 30, мы все общаемся, я говорю, вот так вот и так. Значит, нам позвонили, сказали, что могут помочь. Дочь такая скептически, самая старшая, говорит, ну, если это случится, я поверю в чудеса. Когда я скринула скрин счета, она говорит, ну да, все были это. А как так получилось? Человек увидел передачу про вас Да? Сельский час. и вышел на связь. Да, вышел сначала редактор, вышел передачи и сказал, можно ли дать ваш контакт вот человеку, который хочет помочь. Ну вот Александр Михайлович, он меценат по России. В том году он нас приглашал в Москву, мы с детьми ездили. У нас целая экскурсия была, просто вот нам организовали экскурсию. Мы даже были вот в Кремле и везде, дети были в восторге. Вот. Ja, onun doğutur bu kurduk izabiliye krestiyanska fermerska xahayıstıba ol kurduk alıp dağ köyüne de taqqa sıspap bollağam diye bu kurduk sana xotonnor, sana tutullan turdaktara. Что насчет грантов, поддержки, субсидий? Печаль, давайте я скажу, печально то, что Тулагина, что там Табага, мы все относимся к городскому округу. И городской округ не получает грантовые, не участвует в грантовых проектах. Если раньше был начинающий фермер, семейные фермы, сейчас этого нет, уже несколько лет. Районы, да, могут, а для города нет. Есть субсидии там, по овощеводству на конкурсной основе, там все это идет. Ну, как проходят конкурсы, я не знаю. Мы в этом году даже не подавали на субсидию, на скороспелку мы обычно подавали. Ну, там как бы так смешные, не то что смешная сумма, но нереально. У нас счетов огромные суммы, 10% даже нет. Поэтому больше документов и больше отчетности. Вот. Мы подавали, так как мы хотели заниматься агротуризмом, документы готовили на российский конкурс по туризму, получается. И сразу по приеме документов было сказано, что мы не проходим по условиям вот этого конкурса отбора. Земля должна быть в аренде не менее 5 лет. Вообще срок. А у нас вот в данное время 2,5-3 года. То бишь
по республике у нас почему-то последние годы аренда земли. Очень сложно землю оформить собственность, потому что срок не успевает у тебя, не подходит срок, вернее, 3 года, и ты не успеваешь ее оформить в собственность. Да не то, И что 3 года. Даже продлить аренду земли не можешь, если ты не являешься получателем субсидии, как я в этом году столкнулся. Если я субсидию не получаю, значит, продление аренды – это очень тяжелый вопрос. Просто не дают продлить. А также Андрей Михайлович является участником специальной военной операции. Да. А с этой стороны? Ну, пару раз я пытался обратиться. Мгм. Сказали, да, будет, но на этом и все закончилось. Это Министерство сельского хозяйства, я обращался. Да, что-то будет, ждите. Но у нас Якутия не входит. В России у нас есть поддержка по сельхознаправлению участников СВО. Но у нас Якутия не вошла в эту программу. Вот именно Якутия. А так, да, говорили, то, что будет какая-то поддержка. Ну, 2 раза обратился, 3-й раз я не буду обращаться. Зачем? Также хочу сказать то, что усыхание, оно почти не работает. Ну, у меня нет слов. Начальник УСХ у меня ни разу здесь не был. Мгм. Хотелось бы увидеть, поговорить, но он не едет. Он едет в избранные хозяйства, извиняюсь за выражение. можно я скажу? Больше я ничего, просто... Очень У меня нет хочется, слов. очень хочется, чтобы все-таки сельское хозяйство в Якутии развивалось, чтобы молодежь работала все-таки. Истоки какие? Раньше все в деревнях питались всем своим домашним. Сейчас молодежь вся стремится в город. А почему нет? Почему не развивать сельское хозяйство? Вот именно у нас нужна хорошая поддержка от нашего медсельхоза, заинтересованность, чтобы была для молодых семей как-то. По районам есть еще это немножко. Городской округ нет. Городские бы тоже занимались. И молодые семьи, потому что многие через соцзащиту берут вот этот маленький, там, 200-300 тысяч, хотят заниматься, а дальше все. Они столкнулись со стеной, барьер, через который очень тяжело перепрыгнуть, потому что дорогие там корма и все остальное. И без поддержки, конечно, этого не будет. Ну, хотелось бы, чтобы все это развивалось, привлекать молодежь, потому что многим это интересно. Я же как продавец, я знаю, кто ко мне приходит. Мы же продаем цыплят, гусят, утят. Приходят именно молодые семьи, которые хотят держать. Вот на дачах мы понемножечку они берут там 10, там, начиная иногда с 2 штук. И вот они вот так с таким этим трепетом, да, мы бы хотели. Ну вот, все упирается в деньги. Как бы цены у нас тоже не дешевые на то, что мы продаем, потому что мы их выращиваем, мы их выводим, мы привозим яйцо, потом инкубируем, потом их кормим, чтобы продать. Как бы цена в это. И кто сколько может себе позволить, и они с удовольствием берут. Им это нравится, они приходят уже не 1-й год. Вот мы, одни пришли, например, взяли гусят. На будущий год они приходят, нет, мы гусят не будем брать, потому что им сложно было забить эту птицу. Это умная очень птица, которая на тебя смотрит такими глазами. Да, одного рубишь, ну, простите меня за такое в эфире, а второй идет сам голову на плаху ложит. Не все это выдерживают, и поэтому на следующий год берут бройлеров или уток. И мы с многими общаемся уже несколько лет, и они постоянно приходят, берут. И то бишь они растут на глазах у нас. Когда-то им было 20 лет, там сейчас уже по 25, по 30, и они держат для себя многие. За все эти годы, там, например, за 17 лет, у нас так появились друзья, с которыми мы также когда-то познакомились, просто там что-то продавая. Потом и вот это знакомство переросло уже больше в дружбу, наверное, как-то так. И молодые приходят, всегда звонят, я никогда не отказываю, всегда консультирую по телефону, смеюсь всегда при продаже. Звонок у меня бесплатный, плату не беру. Если не смогу, просто сообщение могу наговорить. Потому что если занят весь день, я к вечеру просмотрела, записала, всем рассказала.
Кстати, насчет этого, на протяжении передачи наши телезрители спрашивают ваш контакт, хотят купить козье молоко и яйца. Продиктуйте, пожалуйста, ваш номер. 8 914 226 13 95. Мой этот телефон с основания МТС в республике, как это все, горизонта, да, он не менялся. Поэтому, знаете, смешно, когда дети у меня пробивали по гет-контакту мой телефон, и, в общем, там около 300. Это Оксана курица, Оксана молоко, Оксана курица, цыплята, вот все. Оксана, в основном все, что связано с сельским хозяйством. То бишь нас как бы так, знают давно. Потому что мы отправляем, говорю, не только по Якутии продаем, мы по республике же отправляем. Самая дальняя точка была Охотск. Хотя им с Хабаровска вроде бы ближе, но в Охотск мы отправляли цыплят. Ну что ж, эфир, наше время подходит к концу. Спасибо вам, что рассказали про ваше крестьянское фермерское хозяйство «Изобилие». Отон чахчидагына күндү доготтор убасты буллах көрөчүлөр бу мин аттыбар турар жон же керген чахчидагына үгүз жонго үтөө холбор болара сарбага соктени үлө кехине кергетерден санадан сайтыран кендер олус элбах кен кахайсыбына тахаран ула тахар буттара олус кайга буллах солонотун ону ахан өссө кендер ого бөгөнү тердер бүппүт көрбүппүт ого бөгөнү кендер итендер атактыргар туруран үлени таптырга үйрөтен кайдактаах курдук кендерге төрөппүттер буланнар оголорун улатындаралара эме олус кайгабыллаах сол диетекпине сызбаппын. Манан беһиги бүгүнгү берибит мүктенер, бүгүнгү берибитин серген көрбүкүтүгер мактал, каз сердяхсын киэхэ сетте аңар частан сайлык тен берине Саха национальный көрдүрер иетнерер компания ханалгар коттырмың беһигин ты хайства сыгынах бартын каяндагыны сырдатык биттен ыңрабыт көрүң ден ыңрабыт.